Дорогие друзья, мы находимся на старо-татарском кладбище города Казани. Это вот такое красивое место. Здесь похоронены известные, выдающиеся религиозные и общественные, и вообще самые знатные люди татарского народа. И здесь находятся их могилы. Сейчас посмотрим. Например, Усманов Миркасым. Это известный историк, академик нашего народа. Здесь же похоронен Ильхам Шакиров, известный музыкант. Он недавно только умер, в 2019 году. Еще один академик Махмуд, Мирза Махмудович Исмаилюла. Этот тоже выдающийся деятель, он был педагогом, много принес открытий в педагогике. Видим мы руководителя татарского театра Шамиль Зиннурула Закиров. И далее видим Туфана Миннулина, писателя известного татарского, и его жену Сара Садыкова, известный композитор, Сибат Хаким, народный писатель татарского народа, и другие вот личности здесь похоронены в нашем татарском кладбище. Друзья, в татарском кладбище, вот ближе к аллее, мы видим такие надгробные камни с изображениями. В основном они были установлены в советское время, ну или теми людьми, которые не совсем практикуют религиозные постулаты ислама. В исламе вообще нежелательно на могильный камень ставить изображение, потому что душа будет смотреть на свою фотографию, и ему от этого тяжело будет, поэтому не ставят. Есть мы также видим те надгробные камни, которые без изображения вот такие. Вот это все было желательно. Так, чтобы было. Шулай. Интересно тут. Все-таки красиво. Татарское кладбище. Интересно. Много можно назидательного получить. Вообще, место такая жизнь загробная. Это вообще целый мир, в котором люди имеют разные состояния, уровни. Видите, интересная скульптура молодых ребят. Вы знаете, 90-е годы, бандитский Казань. Вот эти ребята как раз в тот период и погибли. Вот 92-91 год. Вот на этом кладбище сохраняются еще вот такие старые надгробные камни дореволюционных жителей. Арабской вязью написано. В 1905 году этот человек умер. Рядом же вот его жены надгробный камень. Интересно. Друзья, хотите увидеть могилу Абдулла Тукая? Вот перед вами могила известного татарского писателя, поэта Абдуллы Тукая. Он родился 26 апреля 1886 года. Здесь уже положены цветы. Так, он прожил всего лишь 27 лет и вошел в число самых любимых поэтов татарского народа. Он как Пушкин для русских. Тукай нам очень близок. С Тукаем связано многое. И аэропорт его имени, и улицы, и школа. И многое, что связано с именем Тукай. Ребята, вот здесь похоронен Бакый Урманче. Это известный искусствовед. Человек, который многогранный. Прожил он почти 100 лет. Смотрите, 1897 по 1990 годы. Знал всю интеллигенцию татарского дореволюционного периода и советского времени. Человек, окончивший Мадраса Мухаммадия. И вот много создавал скульптурные образы выдающихся деятелей. Писал прекрасные картины и вошел в историю татарского народа. Вот в Казани рядом с озером Кабан стоит памятник Марджани. Вот этот памятник он создавал. То есть по его эскизу все было сделано. Рядом же его отец похоронен, Идрис Хазрат. Они были выходцами из Буинского района, с деревни Куль-Щеркен. Такой хорошая и знатная семья, очень дипломатичные, очень такие необычные люди. Много пользы принесли нашему народу. Здесь же похоронен первая актриса татарская, Сахиб Джамал Волжская. Интересная тоже личность. Вот здесь похоронен известный татарский писатель, религиозный деятель, автор многих учебников Ахмед Хади Махсуди. Мухаррир Ахмед Хади Махсуди. Он создал около 30 учебников,
которые сейчас пользуются популярностью. Самое большое произведение, созданное им, это учебник Муалим Сани, учебник по арабскому языку. Она и пользуется в Средней Азии популярностью, и у нас в татарском народе. Также есть Гибадат или Исламия книжка, по ней изучают основы ислама. Как раз он автор этого учебника. То есть он самым таким доступным языком объяснил религиозные основы. Рухашат Булсан. А он не в Турции? Его брат Садри Махсуди был известным политическим деятелем, жил в Турции, был близок к Ататюрку. Он участвовал в развитии Турецкой республики. То есть такая необычная семья знатных людей. Он в советские годы выжил, то есть его не репрессировали. Он занимался педагогической деятельностью всю жизнь. Рухшат Булсан, пусть будет нами доволен. И пусть Всевышний им будет доволен. Да, вот здесь похоронен первый профессиональный артист и вообще организатор татарского театра Абдулла Кариев. Он был очень таким молодым, талантливым человеком. Между прочим, он тоже был выпускником Медресе Мухаммадия. И он сыграл большую роль в развитии татарского театра. Его имя на сегодняшний день носит молодежный театр имени Кариева. Хороший человек был. Рядом же находится могила какого-то деятеля. Написано арабской вязью. Друзья, мы находимся рядом с могилой известного, выдающегося татарского религиозного деятеля, историка Шихабуддина Марджани. Вот здесь есть его портрет. Хотя нельзя, нежелательно ставить, но историки поставили. Здесь написано о нем. Он родился в 1818, умер в 1889 году. Известный ученый, просветитель, историк, философ Шихабуддин Марджани. Такой большой мраморный, гранитный могильный камень с арабской вязью. Написано, что вот здесь Марджани. Пусть Всевышний будет доволен им. Вот здесь похоронен известный татарский композитор Салих Сайдашев. У него удивительное произведение. Всю жизнь он занимался музыкой. Прожил, смотрите, 54 года. И оставил великолепные, удивительные музыкальные произведения. Здесь же рядом похоронен известный драматург Таджи Гиззат. Он, конечно, в советские годы писал антирелигиозные некоторые произведения, как «Каюк Излары», но, тем не менее, был таким известным писателем. Принес тоже пользу для нашего народа с другими своими поступками, делами. А вот здесь похоронен известный религиозный деятель, духовный наставник Гарифулла Хазрат. Он был в советские годы самым выдающимся религиозным деятелем, принесший огромную пользу нашему народу, развитию духовности. Необычный человек. Рухшат Булсан. Рядом же находится могила его жены Разия Абстай. Вот здесь Разия Абстай. Как же. Смотрите, какая красота. Удивительные цветы растут вокруг могилы. Супер.